Добрый вечер. В эфире новости Осетии. В студии Валерия Козаева. О главных событиях этого дня расскажем прямо сейчас. Сумму материальной помощи пострадавшим в теракте Беслана увеличат, а культурно-патриотический центр «Беслан» школа номер 1 получит финансирование на аудиовизуальное оборудование. Какие еще вопросы обсудили на совещании по исполнению поручений президента? Мы дадим хороший ассортимент продукции, чтобы удовлетворить всех гурманов. До 30 тонн сыра в месяц из молока только местных поставщиков в республике запустили сыроварню. Какими видами изысканных сыров порадуют жителей помимо традиционного осетинского? Там ничего почти не было из интересных книг. Теперь она новая, компьютеры новые, можно будет играть. Мировая классика в современных изданиях, интерактив и арт-пространство. В Лескене открылась модельная библиотека. Всего в нашей республике их теперь 2. В чем отличие необычной концепции от привычного нам формата? Сергей Миняйло провел совещание с правительством республики по исполнению поручений президента. В частности, одно из них касалось поддержки пострадавших в теракте в Беслане. В связи с ростом обращений за матпомощи на санаторно-курортные путевки и ростом стоимости услуг в организациях отдыха объем ежегодной субсидии увеличат до 57,5 миллионов рублей и продлят срок действия мероприятий до 2030 года. Президент поручил министру культуры России внести предложение по финансированию на приобретение аудиовизуального оборудования в Международный культурно-патриотический центр в Беслане. Сергей Миняйло дал указания Минкультуре республики совместно с Музеем Победы актуализировать перечень оборудования и потребность финансирования, а также ускорить разработку дорожной карты по созданию экспозиций. Глава также обратился к Владимиру Путину с просьбой поддержать поэтапное переселение жителей Моздокского района из опасных оползневых зон. По вопросу выделения финансирования на население граждан из оползневых зон в Моздокском районе. Совместно с Моздоком проведите сверку списков жильцов и объектов, подлежащих расселению во всех 4 селах Моздокского района. Подготовьте все необходимые документы об основании потребностей в расселении. И в кратчайший срок обеспечьте сопровождение поручения в Минстрое, Минфине и МЧС России. То есть надо все заявки срочно подать. Президент России поддержал просьбу Сергея Миняйла о выделении финансирования на реконструкцию мостового перехода в селении Нагир. Будет оказана федеральная помощь в реконструкции Республиканского центра пульмонологии. В кабинете министров новые назначения. Соответствующие указы подписал глава Сергей Миняйло. Временно исполнять обязанности председателя комитета по туризму республики будет Суслан Кочиев. Ранее он возглавлял Министерство физической культуры и спорта региона. Теперь этот пост занял Юрий Газаев. Ранее он занимал должность советника главы республики. Борис Джанаев поручил руководителям министерств подготовить актуализированную информацию о прохождении бюджетных заявок на следующий год и плановый период до 2026 года. На совещании с Кабмином обсудили реконструкцию водопроводных сетей в селах Комсомольская и Карджин Кировского района и селения Батако, где идет еще строительство детского сада. На эти цели республика получила дополнительное финансирование. Работы на объектах ведутся по графику. В Батако на днях приступят к реконструкции водопровода, а в Алагирском районе проложили 15 километров нового трубопровода. 420 абонентов уже подключены к новым сетям. Министерству культуры необходимо усилить подготовку мероприятий к празднованию столетия республики. Знаменательную дату отметят в следующем году. Планируется выпуск монеты и коллекции марок с изображением памятников истории и архитектуры Северной Осетии. В Ордонской ЦРБ завершается ремонт помещения под новый магнитно-резонансный томограф. Возведена и пристройка в 4-й поликлинике Владикавказа для компьютерного томографа. Его установят до конца года. Кроме того, начался монтаж 3 быстро возводимых ФАПов в Моздокском районе. Средства на эти цели регион получил из резервного фонда правительства России.
Все объекты, которые мы реализуем в этом году по всем направлениям, они должны быть завершены. Очень много вопросов, которые необходимо решать, текущего характера по всем направлениям. Максимально нам нужно активизировать нашу деятельность, разбираться с проблемами и находить варианты их решения. Как преуспеть в профессии учителя, с какими сложностями и страхами можно столкнуться, работая в школе? Эти темы сегодня обсудила министр образования Элла Алибекова с молодыми преподавателями. Больше 150 педагогов. Сегодня они узнали о своих возможностях и новых проектах. Встреча прошла в формате «Вопрос-ответ». Диалог на равных, так ее назвала Элла Алибекова. Она поделилась личным опытом, обратилась с напутственными словами и приняла в большую дружную педагогическую семью. Мероприятие прошло при поддержке Ассоциации молодых педагогов в рамках Большой учительской недели. Глава приняла решение с этого учебного года всем молодым педагогам, которые первый год работают, надбавку установить в размере 70%, и тем, которые второй год, в размере 50%. Но помимо этого проводится большая содержательная работа. На подобных мероприятиях я очень часто присутствую. И я уверена, что эти мероприятия помогают нашему личностному росту, они помогают нам развиваться, узнавать что-то новое и применять эти все знания для работы с детьми. Около 4 тонн продукции в смену и сырье только лучшего качества. Алания Продукт запустила производство сыров из молока от местных фермеров. На первом этапе будут выпускать несколько видов осетинского сыра, а в дальнейшем ассортимент расширят изысканными сортами. Воплотить в жизнь проект «Сыроварни» удалось при поддержке Министерства сельского хозяйства Северной Осетии. Наш корреспондент Лидия Цахилова побывала на предприятии. Она расскажет все подробности производственного цикла. По традиции с 3 пирогами и осетинским пивом, а далее в новый сыроваренный цех. Процесс начинается с производственной лаборатории, куда поступает сырье. Здесь оценивают качество молока, ну а после направляют в цех по переработке. Оборудование новое, современное и, к слову, отечественное. За смену можно переработать 4 тонны молока. Цех переработки, здесь совмещено вместе аппаратное отделение, которая включает в себя пастеризационно-охладительную установку, и уже емкости, где сквашивается смесь, которая в дальнейшем потом превратится в сыр. Далее молоко поступает в эти резервуары для сквашивания. В течение часа происходит важный этап – постановка сырного зерна. А в холодильной камере уже готовая продукция – осетинский сыр. Как налажен процесс производства, посмотрели представители Минсельхоза и администрации пригородного района. Несмотря на то, что цех небольшой, но не сразу Москва строилась, поэтому мы рассчитываем на то, что руководитель этой организации будет дальше расширять свое производство. Любое предприятие, которое открывается на территории района, оно, конечно, под нашим особым вниманием. Мы всегда рады любому производству. Люди должны быть заняты работой, люди должны быть обеспечены продуктами питания. Вот это один из тех цехов, одно из тех производств, которые настроены на то, чтобы удовлетворить потребности не только жителей нашего района, близлежащих регионов, там, где заинтересованы в производстве осетинских пирогов. Открыть сыроваренный цех сельхозкооперативу удалось благодаря участию в грантовом конкурсе по развитию сельской кооперации. Господдержка от Министерства сельского хозяйства республики составила несколько миллионов рублей. Прекрасное предприятие, и самое главное, такое нужное для республики. Это у нас инвестиции в экономику республики, создание новых рабочих мест, налоговое отчисление. Данный проект, что особенно радует министерство, данный проект в том числе был реализован за счет финансовой поддержки, оказанной министерством, на сумму, превышающую 11 миллионов рублей. Сейчас дополнительно мы планируем еще расширение, потому что мы хотим делать хороший ассортимент сыров, как и обычных, твердых, так и копченых. Дополнительно будем расширяться, закупать еще оборудование, и мы дадим хороший ассортимент продукции, чтобы удовлетворить всех гурманов, которые любят сыр.
К слову, поставка сырья налажена, молоко получают от местных производителей. Пока в ассортименте сыроварни традиционный осетинский сыр, но уже произвели пробные партии кавказских вытяжных сыров – сулугуни, чечил, сыр косичка. В новом цехе трудятся 6 человек. В ближайшее время создадут еще 10 рабочих мест. Осетинский сыр давно стал российским брендом. Его отличает неповторимый вкус и, конечно же, качество. И новая сыроварня отвечает этим стандартам. Лидия Цахилова, Алан Суанов, Новости Осетии. Завтра в Северной Осетии проведут проверку системы оповещения населения. Заработают электросирены, акустические системы и громкоговорители. В профильном ведомстве призывают жителей не паниковать и сохранять спокойствие. В России стартовал осенний призыв на военную службу. В этом году из Северной Осетии отправят 600 человек. Большинство из них граждане от 21 года. Весенняя отсрочка завершилась 1 августа, поэтому порядка 70% срочников смогли получить высшее образование. Также с 1 октября в законодательстве по военному призыву внесли изменения. Теперь повестка будет приходить и в электронном формате, и заказными письмами на почту. В течение 2 недель после отправки получатель обязан явиться в военкомат. Если по каким-то причинам гражданина не оповестили о весеннем призыве, он обязан без какого-либо дополнительного уведомления сам явиться на осенний. Изменилась и административная ответственность. Если раньше за неявку можно было получить штраф до 3000, то теперь сумму увеличили до 30 тысяч рублей. Такое нарушение, как предупреждение, уже отсутствует в Кодексе об административных правонарушениях. Поэтому ребята, которые получили повестки, обязаны сразу приходить в военкомат во избежание наложения таких санкций. Также хочу пояснить, что наложение данных санкций – это не сама цель военного комиссариата, это исполнение федерального законодательства. Поэтому прошу ребят, чтобы они своевременно являлись в военкоматы. Республиканский водоканал наконец-то распрощался с долгами благодаря второму траншу из федерального бюджета. В рамках проекта по модернизации водопроводных сетей последние 107 миллионов удалось закрыть. Проделана большая работа, и теперь предприятие официально рентабельно и продолжает улучшать условия для жителей. Сейчас, например, на улице Длиннодолинской заменяют водопроводные трубы впервые за несколько десятков лет. На объекте побывала наша съемочная группа. Это начало работ. Она начинается на углу Камбердиева и Длиннодолинской. И до конца, до начала этой улицы будет замена старых труб. Таких обновлений на улице Длиннодолинской не было 70 лет. За это время водопроводные трубы износились и нуждались в замене. К работам приступили на прошлой неделе. Специалисты говорят, несмотря на технические трудности, завершить их планируют в кратчайшие сроки. Очень сложная работа, вывоз грунта, завоз грунта. Улицы совсем узкие, дома расположились так. Постараемся в очень кратчайшие сроки его заменить. Новые водопроводные трубы 800 мм диаметром. Они прослужат 100 лет. Прокладывают новую линию и на параллельной улице поселка Южный. Работы ведутся параллельно, потому что мы не смогли поместить 2 трубы на одной улице из-за того, что она очень узкая. Я сейчас говорю конкретно о Длиннодолинской улице. Поэтому нам пришлось одну трубу проводить по улице Защитников Осетии. А эта бригада борется с утечкой воды на улице Владикавказской. Ее устранят в течение дня. Специалисты водоканала говорят, всему виной трещина в трубе. В среднем бригада обслуживает 3-4 адреса в день. Мы находимся на Владикавказской, 69, корпус 5. К нам поступила заявка, что здесь течь воды. Там труба пластиковая, дает трещины. И вот мы ее систематически копаем, устраняем. Недавно мы установили хомут, но, видно, дальше треснуло. Сейчас мы опять ее устраним. Владикавказский филиал разделен на 4 района. На каждом из районов есть своя бригада, есть ответственные по району. И они постоянно устраняют аварийные ситуации, которые возникают регулярно. В день водоканал поступает от 8 до 12 утечек, заявок. Во избежание их накопления мы регулярно, оперативно реагируем, оперативно их устраняем, каждый на своем районе. Также у нас есть бригада РСУ,
которая занимается строительством и прокладкой новых линий. В конце года мы подводим итоги, собираем информацию, и наиболее ветхие наши участки линий мы планируем на следующий год под замену. И таких утечек республиканский водоканал устранил чуть больше 400 за последние полгода. Число аварий тоже стало намного меньше, до 35 в день. Уменьшение потерь воды значительно сократило платежи за электроэнергию. Республиканское предприятие водоснабжения и водоотведения впервые перестало быть должником перед Россетями. Выплатили 107 миллионов рублей. Все благодаря траншу из федерального бюджета. Мы погасили абсолютно весь долг перед ПАО «Россети», потому что в себестоимости поднимаемой воды в 1 кубометре 47% – это стоимость оплаты за электроэнергию. Череда событий, которая приводила к процедурам несостоятельности, то есть к банкротствам муниципальных унитарных предприятий по водоснабжению и водоотведению, мы надеемся, что уже позади. Глава республики Сергей Иванович Меняйло очень пристальное внимание уделяет этому процессу в части консолидации и, так скажем, выживаемости предприятия. И мы отключили порядка 27 скважин из общего каскада водозаборов. Поэтому экономия у нас и по оплатам электроэнергии на сегодняшний день превышает больше 5-7 миллионов рублей. Работы по устранению технических потерь продолжаются. В рамках консолидации предприятию перешли Кировский и Ордонский районы. Там филиалы обеспечены техникой и аварийным резервом. На очереди Моздокский и Правобережный районы. Лидия Цахилова, Хетак Гапоев, Новости Осетии. Вместо привычных шкафов и десятков стеллажей, арт-пространство, компьютеры и очки виртуальной реальности – это новое поколение библиотек, их называют модельными. По всей России их открывают благодаря нацпроекту «Культура». В Северной Осетии такое творческое пространство было всего одно, а второе сегодня открыли в Лискене. На месте была и наша съемочная группа. Тамила Акцева расскажет, какая она библиотека будущего. Уже в первые часы открытия в библиотеке десятки посетителей. Диваны и кресла заняли маленькие читатели. Они с головой погружаются в любимые истории и даже не замечают, что происходит вокруг. Гости с интересом разглядывают полки, переполненные самыми известными именами классиков и современных писателей. Эта модельная библиотека – огромный шаг в развитии культуры и образования республики. А особенно для маленького Лискена, где такое стильное и современное пространство – настоящий прорыв. Мне очень нравится эта библиотека. Раньше она была старая, там ничего почти не было из интересных книг. Теперь она новая, компьютеры новые, можно будет играть, читать книги. Библиотека модельная, но с софитами и подиумом нет ничего общего. Здесь интерактивная доска, компьютеры и ноутбуки для работы, удобные столы и диваны, которые превращают обычную библиотеку в творческое пространство. В Северной Осетии таких всего 2 – в Лискене и Беслане. Разные настольные игры, очки виртуальной реальности – все в открытом доступе для желающих провести время с пользой. И руководство Дома культуры Лискена совместно с директором библиотеки уже планирует провести мероприятие. Ближайший поэтический вечер. Теперь есть все возможности, чтобы реализовать творческие идеи, говорят сотрудники. Мы работали над этим проектом уже очень давно, и наша цель – привлечь молодежь к библиотеке, чтобы больше людей, детей посещало библиотеку. Сделали все очень современно. Конечно, есть еще моменты, которые нам нужно доработать, но мы еще будем работать над этими проектами, и в скором будущем, думаю, мы уже справимся, и все будет хорошо. Всего за 4 месяца старую библиотеку превратили в место, где будет собираться молодежь села. Грант на модернизацию выиграли во всероссийском конкурсе «Культурная среда» нацпроекта «Культура» в прошлом году. И сегодня на торжественном открытии жители Лискена, глава Иравского района Роберт Хомякоев и министр культуры республики Эдуард Галазов. На мой взгляд, это значительное культурное событие в жизни не только селения Лискен, но, наверное, и всего Иравского района, да и всей республики, потому что проект по внедрению модельных библиотек – это федеральный проект, и я так полагаю, что он предусматривает не только какие-то отдельные, единичные какие-то проекты, но это может быть для всей республики очень важным и интересным. В создании библиотеки принимал участие меценат Вячеслав Караев. По его словам, помощь родному селу – это дань уважения. А появление такого места в Лискене – очередное спасибо от неравнодушных патриотов. Мы строим один раз.
И не недавно, а где-то года 3 назад есть у нас очень замечательный архитектор-дизайнер Нина Савлаева. Услышал одну хорошую от нее фразу: «Мы создаем пространство, пространство формирует нас». Давайте все вместе создавать хорошие пространства. В библиотеке больше 2000 книг, литература на любой вкус, от комиксов до классики. А чтобы облегчить работу сотрудников, установили лицензионное программное обеспечение. Это электронная картотека, которая поможет значительно экономить время для поиска нужного издания. Тамила Кцоева, Алина Меликова, Георгий Такоев. Новости Осетии. Многие из нас даже не задумываются, сколько сокровищ литературы и истории хранится в стенах Национальной научной библиотеки. И увидеть уникальные экземпляры и редкие издания книг может далеко не каждый посетитель. Такая возможность появилась у студентов Владикавказа. Для них устроили настоящий квест. Весь день ребята решали головоломки, узнавали много нового и интересного и, конечно, старались победить. О том, как прикоснуться к истории, в сюжете Алены Агаевой. Как в наше время называется город Константинополь? Думаем. Константинополь. Турция. Так, в Турции. Стамбул. Стамбул, абсолютно верно. Филиас Фок обогнул земной шар за 80 дней, а наши ребята, не выходя из зала библиотеки. Увлекательное путешествие в волшебный мир книг, мир фантазии и приключений. В дороге им предстояло сделать несколько остановок, чтобы выполнить задание и ответить на вопросы. Мы стараемся расширить нашу аудиторию, привлечь как можно больше читателей, посетителей в библиотеку, рассказать как можно большему кругу людей о том, что библиотека есть, она продолжает свою работу, и мы работаем очень активно. И для этого мы проводим экскурсии по библиотеке, стараемся привлекать к экскурсиям, начиная от детских садов и заканчивая высшими учебными заведениями. Участников разделили на 2 команды. Квест включал 4 станции. Дать верные ответы и выйти в лидеры. Конечно, главная цель. Но возможность, которая появилась у ребят, подарила гораздо больше эмоций. Они смогли увидеть библиотеку изнутри, как работает и чем живет этот особенный мир. Им рассказали и показали отделы, зал искусств и даже книгохранилище. Никогда у нас раньше не было подобных мероприятий. Нас провели, можно сказать, за кулисы. Мы посмотрели книгохранилище, познакомились со старинными книгами. Было довольно интересно и необычно. Больше всего понравились книги, которые существуют в единственном экземпляре. Это первые книги на остинском языке. Они еще написаны на старославянском. Единственные экземпляры, рукописи и издания 300-летней давности. Зал с редкими книгами вызвал у студентов особый интерес. Более 28 тысяч уникальных работ, а главное сокровище – коронационный сборник Александра II. Одно из самых роскошных изданий российского книгопечатания. Полистать пожелтевшие пергаментные листы и познакомиться с древнерусской книжностью. Сегодня ребята смогли прикоснуться к истории. Таких книг в России всего 9, и одна из них хранится в Национальной библиотеке Северной Осетии. В 1940 году в Владикавказ приехала девушка из дворянской семьи Татьяна Шанько. Она настолько полюбила наш город, что решила сделать ему этот уникальный дар. Необычные шрифты, обложка из натуральной кожи и редкие иллюстрации. Титульный лист сделан из золота и серебра, а весит книга больше 30 килограммов. В доступе больше 1 миллиона книг, бесплатный Wi-Fi и помощь сотрудников зала. Сейчас библиотека – идеальное коворкинг-пространство. Студенты и школьники работают над проектами и презентациями. В свободное время приходят почитать любимые детективы и романы. Студенты, допустим, медики или юристы, математики, очень часто к нам приходят для того, чтобы поработать, подготовиться к сессии, к экзамену. И им очень удобно бывает по необходимости пройти 2 метра и взять книжку, которая вот в этот конкретный момент понадобилось. И детям, и студентам всегда бывает интересно послушать вот об этих таких наших сокровищах небольших. То есть пройти и найти того же Гарри Поттера — это несложно, это может позволить себе каждый купить эту книжку или прийти в библиотеку взять. А вот найти прижизненное издание Ирон Фандыра — это, конечно, доступно не каждому. И ребята всегда с интересом реагируют на рассказы сотрудников о том, что у нас есть. Плюс эти книжки можно посмотреть. В обычное время эти книги недоступны. Библиотеки намерены чаще проводить игровые детективные квесты для детей и подростков, а путешествие для этих ребят подошло к концу. Последняя остановка – небольшая экскурсия в выставочном зале. Ребята остались в восторге и с нетерпением ждут продолжения. Каждый понял, что библиотека – это не пугающая тишина и пыльные полки, а манящий мир книг и знаний. Алена Агаева, Батырбек Макиев. Новости Осетии.
Слезы радости, слова благодарности учеников и овации родителей. Художественная студия «Синяя птица» отметила юбилей. Уже 10 лет она обучает детей рисованию, лепке, живописи и творческому мышлению. Уникальная методика и особый подход к каждому ребенку дали свои плоды. На выставке представлены работы самых маленьких художников, некоторым нет и 10 лет. Зрители с восторгом рассматривали работы. Такая тонкость и креатив. Высказать свое восхищение также пришли заслуженные художники России. Благодаря школе дети живут в мире красоты и творчества. И в таком мире искусство будет жить. Я поняла одно самое большое требование для педагога – это вдохновлять, уметь вдохновлять. У меня, видимо, это получается. Поэтому я очень рада, что мои дети вдохновленные на эту профессию. Профессия художника, она очень разнообразна, поэтому у них, в принципе, открыта перед ними вся жизнь, вся дорога. Будут они художниками, нет, но они будут действительно очень тонкими, чувственными и культурными людьми. Моя основная деятельность вообще это изобразительное искусство и вообще творчество. Я не представляю своей жизни без этого. И я думаю, каждый ребенок, который приходит в эту школу, даже если он не будет дальше заниматься этим, в его сердце, внутри него останутся какие-то чувства прекрасного, и он будет стремиться к этому. Это были все новости к этому часу, а я с вами прощаюсь. До встречи в эфире.